Капроновая веревка впилась в грудь Михаила так глубоко, что он уже не чувствовал рук, только тупую, всепоглощающую боль и отчаянный стук сердца, гулко отдающийся в висках. Перед ним в 3 шагах остановился амурский тигр. Массивный самец с янтарными глазами, в которых тлела такая первобытная сила, что егерь невольно задержал дыхание. Смерть пришла к нему не на мягких лапах, как ожидалось, а уверенно, открыто, глядя прямо в душу. И все же, вопреки всему, Михаил Кречетов не отвел взгляда. Он смотрел в глаза зверю и молча молился, чтобы тот вспомнил. Чтобы узнал. Прошло всего 8 месяцев с того дня, когда Михаил вернулся в свою лесную сторожку на окраине Сихоте-Алинского заповедника и застыл на пороге, не веря глазам. Перед крыльцом, на примятой траве, лежала тигрица, исхудавшая, с потухшим взглядом. А рядом, едва живой, копошился тигренок размером с крупную собаку. Правая передняя лапа малыша была изуродована капканом браконьеров, кость торчала наружу, а вокруг раны уже расползалась гангрена. Тигрица не рычала, она просто смотрела на него, так, как сейчас смотрел на него самец. С немым вопросом, с отчаянной надеждой, которую люди называют доверием. Михаил тогда не раздумывал. Он принес малыша в дом, усыпил его самодельным наркозом из ветеринарной аптечки, ампутировал искалеченную часть лапы, прижег сосуды, наложил швы. Работал при свете керосиновой лампы, потому что генератор сломался еще неделю назад. Руки дрожали от усталости и страха. Не за себя, за тигренка. Он знал, если детеныш не выживет, тигрица разорвет его на куски. Михаил Кречетов, 37 лет, смотритель заповедника, бывший военный, не верил в сказки. Он знал, что звери не помнят добра, что инстинкт всегда сильнее благодарности, что тигр — это не собака, а 300-килограммовая машина для убийства, созданная тайгой для тайги. И все же, вопреки всему, он смотрел в янтарные глаза самца и шептал сквозь пересохшие губы: «Это я, дружище, это я, Миша. Ты же помнишь, правда?» Тигр не двигался, только морщил нос, втягивая запах. Пот, страх, кровь. Михаил почувствовал, как холодный пот стекает по спине. Браконьеры, связавшие его здесь, у старого кедра, ушли 3 часа назад. Они избили его, забрали рацию и спутниковый телефон, сказали, что вернутся к утру, доделать дело. Михаил не питал иллюзий, его бы нашли мертвым, если вообще нашли. А теперь перед ним стоял тигр. Самец медленно перевел взгляд с лица Михаила на веревку, стягивающую его грудь и руки. Он наклонил огромную голову, так низко, что грубая рыжая шерсть почти коснулась примятой хвои. Из груди вырвался низкий звук, не рык, а что-то похожее на признание, вопрос. Михаил не знал. Тигр осторожно ткнулся мордой в узел на веревке. Понюхал. Отдернулся, словно размышляя. Потом снова приблизился, и Михаил почувствовал, как влажный горячий нос скользнул по его запястью. Сердце ёкнуло. «Ты помнишь?» — прохрипел Михаил. «Правда ведь? Ты помнишь?» Тигр глухо заурчал. Звук был таким низким, что его чувствовали не уши, а грудная клетка. Он начал работать. Медленно, осторожно, почти хирургически. Если зверь ошибется, случайно вопьется клыками в запястье, спасение мгновенно обернется казнью. Но тигр работал с почти невероятной для хищника сосредоточенностью. Его прошлый опыт с человеческими руками, что вернули детенышу жизнь, словно научил его чему-то большему, чем просто инстинкт. Михаил следил за каждым движением, как напрягаются мышцы на холке, как шерсть топорщится от усилия, как янтарные глаза прищуриваются от концентрации. И в этот момент, когда тигр почти перегрыз первую петлю,
Из глубины тайги донесся звук, от которого кровь застыла в жилах. Вой. Протяжный, хриплый, полный злобы и голода. Тигр мгновенно замер. Он поднял морду, уши развернулись вперед. Ноздри раздулись, втягивая запах ветра. Михаил тоже услышал, нет, почувствовал, как меняется воздух. Запах псины, крови, падали. Запах опасности. Одичавшие собаки. Михаил знал эту стаю. Она появилась в заповеднике 2 года назад. Десяток беспризорных псов, сбежавших или брошенных в близлежащем поселке Терней. Сначала они охотились на зайцев и косуль, потом осмелели. Прошлой зимой загрызли молодого изюбря в 3 километрах отсюда. Михаил находил останки. Обглоданные кости, клочья шкуры находил и понимал. Стая не боится ничего. Она голодна, отчаянна, безумна. И сейчас она шла сюда. Между редкими стволами кедров и дубов мелькнули первые силуэты. Приземистые, поджарые, с вытянутыми мордами. Впереди бежала крупная сука с рваным ухом, вожак. За ней, растянувшись в цепь, остальные. 7, 8, 10. Михаил сбился со счета. Они унюхали его. Как стая колеблется. Инстинкт подсказывал бежать, но голод и ярость численного превосходства брали вверх. Они начали рассредоточиваться веером, пытаясь окружить тигра. А тигр стоял. Он не отступил ни на шаг. Михаил видел, как напряглись мышцы на задних лапах, как когти вонзились в мерзлую землю, как загривок ощетинился до предела. И тогда стая атаковала. Первым прыгнул молодой кобель с рваной губой. Он метил в горло. Тигр развернулся с невероятной для его массы скоростью и ударил лапой наотмашь. Удар был таким мощным, что пес пролетел 3 метра и рухнул в папоротник, не издав ни звука. Михаил увидел, как от когтей остались 4 глубокие борозды на боку собаки. Кровь брызнула фонтаном. Остальные не дрогнули. Вожак с рваным ухом атаковала с левого фланга. Еще 2 бросились справа. Тигр крутился между ними, как огненный смерч. Каждое движение было точным, экономным, смертоносным. Он перебил хребет одной собаки укусом в загривок, откинул другую ударом задних лап. Но их было слишком много. Михаил видел, как на спину тигра запрыгнула небольшая, но ловкая сука. Она впилась зубами в основание хвоста. Самец взревел от боли, попытался сбросить ее, но в этот момент еще 3 вцепились в его правую заднюю лапу. Тигр упал на бок, поднимая облако пыли и хвои. Михаил закричал. Протяжно, отчаянно, бесполезно. Он дернулся всем телом, пытаясь вырваться, но веревка только глубже впилась в кожу. Тигр не сдавался. Даже лежа он продолжал драться. Пасть его Они бежали, не оглядываясь, сломя голову прочь от этой проклятой поляны, где вместо легкой добычи встретили саму смерть. Тигр постоял, тяжело дыша. Его бока вздымались, как кузнечные мехи. Шерсть на холке была взъерошена, на морде остались следы крови. Чужой и своей. Михаил увидел рану на левом боку. Неглубокую, но кровоточащую. Тонкая струйка алого стекала по золотистой шерсти, капала на мерзлую землю. И тигр вернулся к нему. Он подошел медленно, шаг за шагом, словно каждое движение давалось с трудом. Остановился рядом, посмотрел Михаилу в глаза. В этом взгляде было столько усталости, столько боли, что егерь почувствовал комок в горле. «Прости», — хрипло прошептал он, — «я не могу тебе помочь». «Прости, парень». Тигр опустил морду и осторожно ткнулся ей в щеку Михаила. Прикосновение было, на удивление, нежным, теплое, влажное, почти человеческое. Потом самец отстранился и снова посмотрел на веревку. Он издал тихий звук, не рык, а что-то вроде ракочущего вздоха, звук, который менялся по высоте, будто тигр пытался что-то сказать. Михаил вдруг понял,
Зверь не мог справиться один. Ему нужна была помощь. И егерь начал действовать. Он развернул правую руку, насколько позволяла веревка, и прижал запястье к шершавой коре кедра. Потом начал тереть. Медленно, методично, изо всех сил. Кора была жесткой, как наждачная бумага. Она сдирала кожу, оставляя кровавые ссадины, но Михаил не останавливался. Он чувствовал, как капроновые волокна начинают истираться, становиться тоньше, слабее. Тигр наблюдал за ним, не отрывая взгляда. Его янтарные глаза следили за каждым движением. Михаил видел, как в них загорается понимание, как самец наклоняет голову сюда. Он попытался кивнуть на ослабленный участок, но голова почти не двигалась. Тогда он просто посмотрел пристально, умоляюще, на веревку, потом на тигра. Взгляд в взгляд. Человек и зверь. И тигр понял. Он шагнул вперед, опустил морду и открыл пасть. Михаил увидел ряды белых клыков, каждый длиной с его средний палец, и на мгновение сердце замерло. Один неверный укус, и он истечет кровью за считанные минуты. Но выбора не было. Тигр сомкнул челюсти на истертом участке веревки. Михаил почувствовал, как влажное дыхание зверя коснулось его кожи, как острие клыка скользнуло в миллиметре от вены. Он зажмурился. Раздался хруст, веревка лопнула с тихим щелчком, и руки Михаила рывком ушли вперед. Он покачнулся, потерял равновесие и рухнул на бок. Удар о землю выбил из легких воздух. В глазах потемнело, но через мгновение к нему вернулось сознание. Он лежал на спине, глядя в серое осеннее небо сквозь кроны кедров, и понимал одно — он свободен. Михаил попытался встать, но руки и ноги не слушались. Онемевшие мышцы отказывались работать. Он смог только перекатиться на живот и подняться на четвереньки. Инстинкт заставил его отползти, подальше от тигра, от опасности. Разум кричал, что зверь спас его, но тело реагировало само, помимо воли. Он отполз на 3 метра, прежде чем смог остановиться, сел, прижавшись спиной к стволу молодого дуба, и перевел дыхание. Руки тряслись, сердце стучало, как бешеное. Он посмотрел на тигра и увидел, что самец стоит на том же месте, не двигаясь, просто стоит и смотрит на него. В этом взгляде не было ни агрессии, ни требования, только спокойствие, только тихое достоинство. Михаил знал эту местность как свои 5 пальцев. Здесь пересекались границы территории 3 самцов и 2 самок. Встречи редко заканчивались миром. Тигр тоже услышал. Его уши повернулись на звук. Загривок напрягся. Он развернулся к лесу и издал предупреждающий рык, короткий, отрывистый, полный угрозы. Рык, который говорил «Мое, не подходи». Из зарослей появились силуэты. Сначала один. Молодой самец. Почти подросток с редкой еще гривой на шее. За ним вышла тигрица, старая, поджарая, с шрамом через всю морду. Еще один самец замер на краю поляны, не решаясь выйти на открытое пространство. Все 3 смотрели на Михаила. Он был для них добычей. Легкой, беззащитной, уже почти мертвой. Егерь видел, как молодой самец облизнул губы, как тигрица припала к земле, готовясь к прыжку. Смерть, отступившая полчаса назад, вернулась, но теперь в другом обличье. И снова между ним и смертью встал тигр. Самец шагнул вперед, широко, уверенно показывая всю свою мощь. Он был крупнее молодого самца. Он был опытнее старой тигрицы. Он был здесь хозяином. И он дал это понять. Рев, вырвавшийся из его груди, был таким мощным, что земля словно содрогнулась. Это не был вызов. Это был приказ. Молодой самец первым отступил. Он пятился медленно, не отрывая взгляда, пока не скрылся в зарослях. Тигрица задержалась на мгновение дольше.
Она смотрела то на Михаила, то на самца, словно взвешивая шансы. Потом развернулась, и Михаил увидел шрам на его правом плече. Зазубренный, неровный. След от той операции 8 месяцев назад. Он вспомнил, как дрожали руки, когда он накладывал швы. Как боялся, что детеныш не выживет. Как молился всем богам, в которых не верил. И вот теперь этот зверь стоял перед ним. Живой, сильный, свободный. Михаил медленно, очень медленно протянул руку. Пальцы дрожали. От усталости, от страха, от переполнявших его эмоций. Он прикоснулся к основанию уха тигра. Там, где шерсть была особенно мягкой. Провел ладонью вдоль шрама на плече, чувствуя под пальцами неровную кожу. Тигр не шевельнулся. Он стоял неподвижно, как каменное изваяние. И только глаза его, эти невероятные янтарные глаза, смотрели прямо в душу. В них не было ни дикости, ни угрозы. Только спокойствие. Только понимание. Михаил убрал руку. Он хотел что-то сказать. Хоть слово, хоть звук, но горло сдавило спазмом. Вместо слов из глаз потекли слезы. Он не стыдился их. Это были не слезы слабости. Это были слезы благодарности, облегчения, чего-то большего, чему нет названия. Тигр постоял еще мгновение, потом фыркнул, тихо, почти ласково, и развернулся. Он пошел прочь, не оглядываясь. Могучее тело скользило между деревьями с грацией, которой позавидовала бы любая кошка. Через несколько секунд золотистая шерсть слилась с осенней листвой, и тигр исчез, словно растворился в тайге, ставшей для него домом. Михаил остался один. Он сидел у дуба. Веревка оставила глубокие борозды на груди и руках. Кожа горела, мышцы ныли. Но он шел, потому что знал, нужно дойти. Нужно вызвать помощь, нужно рассказать о браконьерах. Они вернутся, рано или поздно, сегодня или завтра. И если он не остановит их, они убьют не только его, они убьют тигров, медведей, всех, кто попадется им на пути. Михаил добрался до сторожки уже в сумерках. Руки еле держали ключ, когда он открывал дверь. Внутри было холодно, печь давно погасла, и воздух пропах сыростью. Но это был дом. Его дом. Безопасный. Он нашел запасную рацию, ту, что держал на случай ЧП, и вызвал дежурного по заповеднику. Голос давался с трудом, слова путались. Но он выговорил главное — координаты, имена браконьеров, описание того, что произошло. Дежурный обещал прислать группу на рассвете. Михаил повесил рацию и рухнул на кровать, не раздеваясь. Тело провалилось в сон мгновенно. Тяжелый, без сновидений, похожий на маленькую смерть. Ему снился тигр. Золотистый, могучий, с янтарными глазами. Он шел по тайге, а за ним тигрица и подросший тигренок. Тот самый, которого Михаил спас 8 месяцев назад. У него была только 3 лапы, но он бежал не хуже остальных, прыгал через валежник, играл с матерью. Они были живы. Они были свободны. И Михаил понял во сне то, что не мог понять наяву. Он не просто спас тигренка, он спас семью. Он дал им будущее, а они, в свою очередь, отплатили ему той же монетой. Это была не сказка. Это была тайга. Суровая, жестокая, но кровь на траве, человеческая и звериная. Группа работала молча,
делая фотографии, собирая улики. Михаила отправили в районную больницу поселка Терней. Там его осмотрел врач, наложил швы на глубокие порезы, поставил капельницу. Спросил, не хочет ли он написать заявление. Михаил кивнул. Через неделю браконьеров нашли. Они пытались уйти через границу в Китай, но пограничники задержали их на переправе. При обыске нашли шкуры 3 медведей, рога изюбря и пакет с желчью. Их судили по всей строгости закона. 5 лет колонии строгого режима. Михаил присутствовал на процессе. Он смотрел им в глаза и не чувствовал ни злости, ни торжества. Только усталость. А потом вернулся в тайгу. Он не мог иначе. Это был его дом, его призвание, его жизнь. Сторожка встретила его тишиной и запахом хвои. Михаил затопил печь, сварил кашу на костре, сел у окна с кружкой чая. За окном догорал закат, окрашивая небо в алые и золотые тона. И тогда он увидел. На краю поляны, в 200 метрах от сторожки, стоял тигр. Тот самый, с янтарными глазами и шрамом на плече. Он смотрел на дом, не двигаясь. Просто стоял и смотрел. Михаил медленно встал, подошел к двери, открыл ее. Холодный ветер ударил в лицо. Он шагнул на крыльцо, поднял руку в приветствии. Тигр не ушел. Он постоял еще минуту, потом развернулся и скрылся в зарослях. Но Михаил знал, он вернется. Может, не завтра, может, не через неделю, но он вернется. Потому что между ними возникла связь, которую не разорвать ни временем, ни расстоянием. Это была клятва тайги, молчаливая, но нерушимая.